уже сейчас прям начинать, потому что я вижу, многим не терпится. Да. Аплодисменты громче, еще раз. Здравствуйте, уважаемые люди доброй воли, люди, которые проявляют инициативу, люди, на которых держится большая часть самых, наверное, великих и громких дел в нашей республике. Вообще, на самом деле, сегодня здесь собрались люди, которые готовы тратить свое время, тратить свои силы, тратить свою энергию, а даже жертвовать еще и больше здоровьем, где-то и жизнью. Люди, которые готовы ради того, чтобы жизнь вокруг менялась, ради того, чтобы мы с вами видели счастливые лица вокруг. Люди, которые работают на будущее нашей республики. Давайте друг другу громко-пригромко поаплодируем. Здравствуйте! И сегодня здесь, в Бурятском государственном университете, проходит форум добровольцев, форум волонтеров, который называется «Волонтерский форум 9.0 в нашу пользу». Сразу вопрос на засыпку. Почему такое странное название? Почему 9.0? С кем мы играем? Кто знает ответ? Если варианты... Это сразу вопрос, конечно же, касается... Да, пожалуйста. Все верно. 90 лет Бурятскому государственному университету, и с этим событием давайте поздравим один из самых старейших вузов Республики Бурятия с этим большим событием. Да, на самом деле БГУ 90 лет, и это, конечно же, знаменательная дата, от которой многое сегодня и пляшет, как говорят люди, да, зависит, и много произошло. Дело в том, что Бурятский государственный университет выпустил огромное количество специалистов, огромное количество педагогов, и именно учителей. Учителя как раз-таки те люди, которые занимаются воспитанием молодежи, воспитанием, образованием нашего населения. И, к слову сказать, образование в Республике Бурятия пользуется большим спросом, большим уважением среди других регионов, потому что многие наши выпускники действительно реализуются, и их уважают за то, что они являются сильными специалистами. И поэтому давайте вот за наше образование, да, в первую очередь Бурятский государственный университет, еще раз громко-пригромко поздравим, и поздравим в этом числе всех выпускников, которые позаботились о будущем нашего региона. Ваши аплодисменты, БГУ! И неспроста все-таки именно добровольческое направление, потому что во многих направлениях как раз-таки в первую очередь именно учителя рассказывают, что такое добровольчество. И, к слову сказать, чаще всего бывает так, что как раз-таки педагоги приводят в волонтерскую деятельность многих из нас. И сейчас я как раз-таки хотел бы отметить многие организации, которые сегодня здесь присутствуют, о них чуть позже я расскажу, но самое важное, что мы понимаем, что чаще всего, почему так популярно сегодня волонтерское движение? Потому что на самом деле многие государственные структуры, органы, многие предприниматели, они, к сожалению, не так гибкие, они не так могут быстро реагировать на проблемы общества. И мы как раз таки те люди, которые являются общественниками, мы видим эти проблемы, мы понимаем эти проблемы, и мы предлагаем свою инициативу. И чаще всего как раз таки мы начинаем решать эту проблему, возможно, вопреки каким-то уже написанным законам, вопреки каким-то уже устоям и так далее. То есть мы зачастую занимаемся тем, что преодолеваем трудности. И в этом плане сегодня этот форум как раз-таки будет рассказывать о том, что вы являетесь людьми, как говорили монголы, людьми длинной воли. Именно так говорил Чингисхан. Именно так говорил Гумилев, который говорил как раз-таки про пассионариев, то есть людей, которые меняли мир. Люди длинной воли. И я сейчас хочу как раз-таки, давайте, наверное, громко-пригромко и еще раз поздравим всех с прошедшим Днем волонтера, который был совсем недавно, 5 декабря. Не устаем аплодировать вас. Большое спасибо. И еще я хотел бы рассказать вам, конечно же, про то, что сегодня здесь будет проходить достаточно такая интересная, разнообразная программа, а самое главное это то, что у нас будут площадки, где мы будем обучаться, и сейчас в первую очередь мы хотим, конечно же, услышать тех людей, которые пришли нас поздравить с этим форумом,
высказать свое мнение, обратиться к вам, к тем людям, которые будут менять реальность, к тем людям, которые будут сподвигать все к лучшему. И перед самым началом давайте еще раз поблагодарим всех тех, кто участвовал в организации. Это непосредственно сам Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова. Ваши аплодисменты. Мы благодарим Улан-Удэнский авиационный завод за то, что они помогли в организации этого мероприятия. Громкие аплодисменты. Ну и, конечно же, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия. И сейчас сразу я хочу пригласить сюда для приветственного слова. Давайте уже вот просто не стесняться. Я без галстука, многие тоже без галстуков. У нас такое неформальное общение. Поэтому, да, все в очень теплой, несмотря на зиму, атмосфере. Начинаем приветствовать друг друга. Итак, мы приглашаем заместителя председателя правительства Республики Бурятия, министра здравоохранения Республики Бурятия Лудупову Евгению Юрьевну. Прошу встречать. Уважаемые друзья, уважаемые наши партнеры, от всей души хочу всех вас поблагодарить за такую активную жизненную позицию, за то, что мы все вместе, за то, что в непростое время все друг другу помогаем нашим участникам специальной военной операции и все вместе проявляем все свои лучшие качества, которые нужны сейчас в нашей стране. Сегодня очень интересный форум. Мы очень рады, что на этом форуме еще раз будут акценты расставлены, все новые идеи правительства Республики Бурятия принимаются. Лично от Алексея Самковича хочу еще раз вас всех поздравить за ту и поблагодарить за активную жизненную позицию. Впереди у нас много новых проектов. Сейчас вы знаете, что активно поддерживается президентом Российской Федерации российское движение школьников и молодежи. Буквально сейчас идет съезд, и наши молодые друзья вырабатывают еще новые предложения, новые идеи для того, чтобы в нашей республике, в нашей стране было всем интересно и очень комфортно жить и претворять все лучшее, что есть у каждого. Поэтому с форумом, с новыми идеями, и мы, как всегда, готовы во всех идеях вас поддержать. Спасибо. Мы просим вас остаться, и прямо сейчас я попрошу очень громко приветствовать людей, потому что Евгений Юрьевич сейчас будет награждать за вклад в развитие студенческого самоуправления и формирование положительного имиджа студенчества Республики Бурятия. И в связи со знаменательной датой 90-летием со дня образования Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова награждается благодарственными письмами главы Республики Бурятия. Давайте громко аплодируем каждому, кого я буду сейчас объявлять. Рогачев Александр Николаевич, просим. Ну что, награждение. Так, у нас, да, измененный список. Тем более тогда давайте громко аплодируем, потому что сейчас эти люди прям подчеркнуты, мне сказали их еще громче объявлять. Смолев Андрей Михайлович, встречайте. Вам вручается благодарственное письмо главы Республики Бурятия. Давайте громко аплодируем, не забывайте улыбаться на камеру. Продолжаем награждение. Приглашается Архипов Денис Андреевич. Давайте не стесняться, да, можно громко подтягивать. Для награждения благодарственным письмом главы Республики Бурятия приглашается Москвитина Алина Александровна. Для награждения благодарственным письмом главы Республики Бурятия приглашается Лисичникова Алена Сергеевна. Давайте громче аплодировать. Благодарственным письмом главы Республики Бурятия награждается Михалев Артем Алексеевич.
награждается Садномов Алдар Чингисович. Да, это очень популярный человек, его очень громко аплодируют в разных звездах тому доказательства. Еще раз. Садномов Алдар Чингисович. Благодарственным письмом награждается Лисичникова Алена Сергеевна. Прошу прощения, вы уже выходили, это я второй раз, но давайте еще раз громко поаплодируем. Мы награждаем Шишмареву Марину Леонидовну. Аплодисменты не прекращаются. И благодарственным письмом главы Республики Бурятия награждается Брянская Дарья Владимировна. Давайте Дарье Владимировне как следует громко поаплодируем. Большое спасибо. Давайте громко поаплодируем. Как вы поняли, я еще раз хотел бы отметить Лисичникову Алену Сергеевну. Давайте ей еще раз громко поаплодируем. Я буду Троицу. Думаю, этот человек в скором времени совершит большой подвиг. Ну что, и сейчас я сразу приглашаю, как говорят в народе, хозяев праздника, тех людей, которые принимают всех нас в этом чудесном бальном зале Бурятского государственного университета, проректора по учебной работе Бурятского государственного университета Урмакшинову Елену Раниславовну. Ваши аплодисменты. Дорогие ребята, от имени ректора Бурятского государственного университета, сопредседателя общественного движения «Народный фронт» Дамдинова Алдара Валерьевича и от себя лично разрешите приветствовать участников форума общественных добровольческих организаций. Сегодня здесь, в стенах Бурятского государственного университета, собрались поистину самые активные, самые неравнодушные, самые смелые, самые отважные люди. Быть волонтером – это нелегкий труд, и стать волонтером может не каждый человек. Для того, чтобы быть волонтером, нужно как минимум иметь открытое сердце, которое может оказать помощь любому, кто в этой помощи нуждается. В Республике Бурятия много общественных добровольческих организаций, и мы рады, что это движение ширится. Сегодня на форуме вы встретитесь на площадках, поговорите друг с другом, поделитесь опытом, поделитесь лучшими практиками. Вы расскажете, что вы сделали в этом 2022 году уходящем, над чем еще нужно поработать. Вы вдохновите друг друга и зарядите на новые добрые дела. Я хочу всем пожелать успешной работы. Я хочу всех волонтеров поблагодарить за ваш бескорыстный, бесценный, самоотверженный труд. Спасибо. Мы просим вас остаться, потому что из ваших рук хотелось бы вручить награды. И прямо сейчас благодарственными письмами ректора Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова награждаются волонтеры студенческой добровольческой организации социально-психологического факультета БГУ «Милосердие». Также прошу громко встречать называемые имена героев. Подьячик Дарья Евгеньевна. Прошу встречать и аплодировать. Мы награждаем Савельеву Алину Александровну. Благодарственное письмо ректора БГУ вручается Астраханцевой Валерии Викторовне. Просим проходить в центр. Пожалуйста, лицом к залу.
Не забывайте улыбаться, потому что мы берем фотографию на память. Благодарственным письмом награждается Бунтарова Марина Александровна. Мы громко продолжаем аплодировать, и на сцену приглашается Рябунова Жена Жаргаловна. Продолжаем награждение. И сейчас хотим здесь видеть Кыргыз Алча Баировну. Аплодисменты не прекращаются. Поддерживаем всех, кто выходит на сцену. Мы громко приветствуем Холмогорову Алену Андреевну. С большим нетерпением ждем здесь, прямо по центру зала, Жемитова Данзана Артемовича. Заслуженные аплодисменты каждому, кто выходит. Большое спасибо. Проходите, пожалуйста, к вашим коллегам. И я сразу, не замедляя процесс, приглашаю сюда. Давайте громко встречать. Я называю этого человека мама молодежной политики Республики Бурятия. А в народе, точнее, как принято у них по-чиновничьи, заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Парпаева Татьяна Валерьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня, во-первых, рада, что это происходит в стенах моего родного вуза. Очень всегда с радостью соглашаюсь на приглашение. Рада видеть своих преподавателей. Вот ИГУ, да, это всегда тот вуз, который приходит с какими-то идеями, которые не дают нам спокойно жить, который постоянно чего-то придумывает. Ну и, конечно же, когда пошла идея по проведению добровольческого форума, мы не могли остаться в стороне. Дело в том, что мы, как орган уполномоченный за развитие добровольчества Республики Бурятия, конечно, очень многих мне тут лица знакомые, да, и от всей души, от себя лично, от нашего министра благодарю всех, то, что сегодня ни одно мероприятие в республике не обходится без участия волонтеров. Будь это творческие, спортивные, культурные, будь это ситуации, связанные с ЧС, это и поиск пропавших людей, это и тушение пожаров, это помощь в наводнении, это ситуация, которая сложилась с ковидом, это та ситуация, которая сегодня идет у нас со специальной военной операцией. И благодаря вам, вашему неравнодушию, вашему умению, самое главное, повести за собой, зажечь людей, которые рядом, решаются очень многие задачи, которые стоят сегодня перед нашим государством. Я желаю каждому из вас, чтобы ваша энергия, она только множилась, чтобы было у вас крепкое здоровье, чтобы в ваших семьях всегда была любовь, гармония, идиллия. Ну и самое главное, берегите себя, всех с наступающим Новым годом. Огромное-огромное всем спасибо, что вы с нами. И сейчас за активную волонтерскую деятельность и вклад в развитие молодежной политики благодарственными письмами министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия награждается Дмитриев Алдар Александрович. Аплодисменты должны быть еще громче. Награда направляется вам. Благодарственным письмом министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия награждается Бахматиренова Валерия.
неустанно громко аплодировать. Спасибо большое. Продолжаем награждением. И благодарственным письмом министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия награждается Малков Никита Алексеевич. Да, можно за Никиту Алексеевича. Давайте громко аплодировать. Ваши аплодисменты. Да, уже, видимо, организаторы позаботились. Есть у нас еще благодарственные письма от Министерства культуры Республики Бурятия. Мы вас просим и вручить именно от этого ведомства активистам общественного движения «Волонтеры культуры». Давайте громко их приветствовать. Итак, мы приглашаем Попову Викторию. Прошу прощения. Попова Виктория. Да, давайте громко аплодировать. Попова Виктория, выходите. У нас просто служба, что вы еще не пришли, что вам дипломы все-таки выносят, да, все-таки награда дождалась своего героя. И несмотря на то, что, может быть, вы опоздали, но самое главное, да, все вам включается, все вам достается. Давайте громко аплодировать. Волонтеры культуры. Для награждения мы приглашаем Дугарцеленову Екатерину. Аплодисменты громче, музыка тоже громче, решили. Благодарственные письма министра культуры Республики Бурятия вручаются Шабан Полини. Полина также участвовала в международном форуме «Мы вместе». Давайте ей громко аплодировать. Один из участников общественного движения волонтеров культуры. Благодарственные письма министру культуры вручаются Сартакову Андрею. И сразу видно, что как раз это волонтер культуры. И вам вручается это письмо. Давайте громко поздравляем каждого, кто находится на этой сцене. Ну что, большое спасибо. Ну что, я сразу приглашаю людей, которые представляют общественность Республики Бурятия, руководитель, если быть точнее, председатель Общественной палаты Татьяна Валерьевна Тумнова. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Гавриловна Тумнова. Разрешите от Общественной палаты Республики Бурятия, во-первых, поздравить Бурятский государственный университет с такой исторической датой. И когда пришло приглашение, название «Формула 9.0», я долго гадала. Я даже придумала, а что будет с этими цифрами. Сегодня БГУ – это альма-матер специалистов для экономики и социальной сферы Республики Бурятия. И очень важно иметь в наших рядах вот вас, молодых, задорных, которые действительно будут идти дальше, будут развивать нашу республику. И, конечно, разрешите от членов Общественной палаты поздравить с замечательным событием, таким волонтерским форумом, который позволит сегодня подвести итоги. А самое главное, чтобы поменять цифры 9.0 и забить в исторические ворота еще один гол, сделать 10.0. И сегодня, если можно, поставьте слайд. И сегодня, я думаю, что будет очень много ярких проектов. Сегодня будет возможность действительно показать, что волонтерство в Республике Бурятия уже входит в историю. И ведь посмотрите, наши соседи, наши друзья, когда мы помогаем друг другу, мы, к сожалению, не знаем, что мы волонтеры. И я была волонтером. В течение 2 лет, например, мы оказывали бесплатные услуги по услугам ЖКХ, жилищно-коммунальных хозяйств. Это сложно и так далее, но тем не менее мы оказали более 4 миллионов рублей для жителей, которые в судах выиграли все дела и так далее. И, конечно, мне лично важно то, что вы, молодые люди, у вас еще нет практического, может быть, жизненного опыта, но вы сегодня такое оказываете большое милосердие к нашим малоимущим, к людям, которые находятся в очень трудных ситуациях. Да и вообще, очень наглядно все это проявилось в период пандемии и специальной военной операции.
Мы сегодня пришли не с пустыми руками, у нас есть определенное предложение, потому что, чтобы сделать 10-0 и действительно выйти в совершенно иной уровень, нужно подумать, какие проблемы есть у органов власти. А мы, как общественная палата, это независимая площадка, где могут обращаться любые граждане любого возраста и предлагать свои решения для органов власти. Практически мы будем предлагать целый пакет мер, именно организация работы со стороны органов власти. Можно второй слайд, где я вывела сегодня волонтерство в Бурятии, яркие проекты, это вы сегодня покажете, системность и проблемы. Вроде бы система у нас выстроена, действительно мы ввели стандарт деятельности, но тем не менее любая системность всегда против тех проблем, которые есть. А проблемы и их решения, они реальные есть, как я сказала, в органах власти. Я сегодня как раз на площадке Общественного совета хотела это озвучить. Второе – это корпоративное волонтерство. Мы забываем еще о другом направлении, и мы уже начали в Общественной палате, мы сегодня заключили соглашение со Сбербанком, с юристами Сбербанка, корпоративными волонтерами, которые оказывают бесплатные услуги для жителей Республики Бурятия, ну и так далее. Это, наконец, возможность объединить проекты бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Такие предложения есть. И мы тоже заключили соглашение сейчас с «Опорой России», где мы можем эти проекты продвигать. И, наконец, поддержка волонтеров. Когда мы говорим о том, что органы власти, как замечательно, хорошо у нас есть волонтеры, это действительно замечательно, но волонтерам нужна определенная поддержка, определенные возможности, ну и так далее. Об этом мы будем говорить. И этот подарок и наши возможности, то, что первое, мы сегодня, как члены Общественной палаты, берем шефство над волонтерами ВГУ. Это первый наш подарок. Почему? Потому что в Общественной палате у нас сразу 3 представителя от ВГУ. Вот они сегодня здесь. Тимур Батарович Батмацеренов, Бадунов Алексей Малонович и Будаева Тарима Свиндажина. Вот 3 человека, да? Кроме того, у нас второй подарок, это будет в виде доклада, где мы предложим волонтерам очень интересный проект. И сегодня вам об этом расскажут. Мы пригласили сюда ректора одной из академий Санкт-Петербурга, тоже представится, не буду сейчас занимать время. Поэтому, когда мы вместе, используя этот хэштег, мы должны говорить, мы вместе не словом, а делом еще должны сделать краше, сильнее, чище нашу республику. Поэтому, ребята, вам огромное спасибо за ваше большое сердце, за ваши дела, за то, что вы действительно свое время, свои какие-то средства используете на то, чтобы помогать нашим жителям Республики Бурятия. В путь, и, конечно, давайте поменяем цифру 90 лет, через 10 лет будет 100 лет, ну а мы сделаем 10-0 в пользу развития волонтерства Республики Бурятия. Спасибо. Татьяна Гальбина, не уходите, пожалуйста. У нас еще есть процедура награждения, как раз таки благодарственными письмами ректора Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова и сопредседателя общественного движения «Народный фронт», то есть за вашей подписью тоже. И награждаем участников команды «Молодежка Народного фронта». Прошу громко приветствовать в этом зале. У нас есть 4 люди, кого мы хотим наградить. Это Сандакова Даниэла. Приглашаем вас, вашу силу зала. Татьяна Владимировна. Давайте пожмем руку, громко аплодируем. Награда уже выиграется в нашу сторону. Итак, еще раз, Сандакова Даниэла. Мы приглашаем для награждения Цветову Арину Жакаловну. Благодарственное письмо вручается Каратаевой Анастасии Денисовне. Да, вот как раз таки вот что-то уже молодежное звучит, и можно еще громче нам тоже звучать. Давайте каждого отмечать аплодисментами, продолжаем громко встречать. Волонтеров и сюда на сцену приглашается Аносова Анастасия
Надежда Сергеевна. Мы награждаем благодарственным письмом Жарникова Андрея Анатольевича. Благодарственным письмом награждается Потакаев Дмитрий Владимирович. Ну что, каждому, кто появляется здесь, в середине зала, давайте аплодируем. Большое спасибо, Татьяна Фабировна. Прошу прощения, что вначале оговорился. Ну что, техника не выдерживает, у нас зашкаливает, конечно же, энергетика. Мы продолжаем с ваших громких аплодисментов, потому что сейчас сюда приглашаем людей, которые ежедневно сталкиваются со сложными ситуациями. Встречайте, заместитель начальника Главного управления МЧС России. Бортник Андрей Геннадьевич. Добрый день, уважаемые друзья. Конечно, я очень рад тому, что сегодняшнее мероприятие проходит на территории, на площадке Бурятского государственного университета. Конечно, хотел бы в первую очередь отметить и от лица, в том числе начальника Главного управления, поздравить руководство университета, профессорский, преподавательский состав, студентов с прошедшим юбилеем. Хочу поздравить всех волонтеров, добровольцев за ту плодотворную работу, за неравнодушие и отзывчивость всегда прийти на помощь. А на сегодня волонтеры и добровольцы, наряду с сотрудниками МЧС, вносят значимый вклад в обеспечение безопасности жителей нашей республики, помогая в поиске людей, тушении пожаров, поиске людей на воде, участвуют в различных профилактических мероприятиях. Главное управление, наряду с многими общественными организациями, в том числе и вырабатывает культуру безопасности среди населения. Был создан Байкальский ресурсный центр, в который вошли 8 общественных организаций, связанных именно с жизнедеятельностью населения, численностью около 2000 человек. Сегодня сотрудники Главного управления на площадке покажут вам, проведут определенные тренинги в обеспечении безопасности, покажут некоторые приемы и способы, как в том числе обезопасить себя и жизнь людей. Хочу поздравить вас с праздником, всего вам самого доброго, спасибо. Просим вас остаться, пожалуйста, не уходите. Мы сейчас зачитываем как раз таки награды. И прямо сейчас прошу громко встречать тех людей, кого мы будем награждать. Приказы министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Медалью МЧС России за содружество во имя спасения награждена Жикжитова Дарима Амуровна, главный специалист государственного бюджетного учреждения молодежи Центра Республики Бурятия. Аплодисменты громче, это федеральное значение. Аплодисменты не утихают. Медалью МЧС России 90 лет гражданской обороне награждена Лудупова Евгения Юрьевна, министр здравоохранения Республики Бурятия. Награду признал министр Российской Федерации Александр Вячеславович Курков. Громкие аплодисменты, конечно же, святым.
Приказом начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия за высокие показатели и профессионализм при осуществлении деятельности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Грамотой Главного управления награждены Абрамов Владимир Юрьевич, доброволец Бурятского республиканского отделения Всероссийский студенческий корпус спасателей. Награждается Медведев Геннадий Валерьевич, участник команды «Молодежка Народного фронта». Грамотой Главного управления награждены Нечаева Марина Владимировна, доброволец Бурятского республиканского отделения Всероссийский студенческий корпус спасателей. Грамотой Главного управления награждены Никитин Петрович, участник команды «Молодежка Народного фронта». Это здорово, правильно, молодец, и так нужно поддерживать. Идем дальше. Громкие аплодисменты и громкие крики «Молодец» звучат. Чухловину Дмитрию Александровичу, участнику команды «Молодежка Народного фронта». Грамоты Главного управления награждены Шаймардина Ольга Николаевна, доброволец поисково-спасательного отряда «Низалев» Республики Бурятия. За первое место в смотре конкурсе на звание «Лучшая добровольно-пожарная команда Республики Бурятия» награждается дипломом первой степени и кубком. Добровольно-пожарная команда третьего типа муниципального образования сельского поселения Барыкинская, это Богатайского района. Давайте громко аплодируйте. Представители сельского поселения Барыкинска приглашаются вас награждать диплом первой степени за подписью начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Александр Александрович Марков. Давайте, да, не стесняться, еще раз громко-пригромко поздравим всех. Ну и у меня просто сегодня Т9 очень плохо здесь на местах работает, и часто я не вижу не то, что написано. Давайте еще раз громко поблагодарим. Добровольц поисково-спасательного отряда «Низалев» Республики Бурятия Шаймарданова Ольга Николаевна. Ваши громкие аплодисменты. Я хочу, чтобы это правильно прозвучало. Ну и сейчас я приглашаю также проректора по молодежной политике Бурятского государственного университета, человек, который также является хозяином этого мероприятия, если так проще говорить. Да. Давайте встречать. Логинов Иван Сергеевич. Спасибо большое, Чингис Аяковлевич. Естественно, почти неожиданно вызвали на эту сцену, но я видел эту программу, потом вспомнил, да, действительно, должен был здесь. В первую очередь, ребята, хочу поблагодарить вас за то, что этот форум и это сегодняшнее событие было организовано по вашей инициативе. А нам, как университету, как общественным организациям, занятыми волонтерами и волонтерством, осталось только вас поддержать. Поэтому давайте поблагодарим нашу молодежь. Ура! Спасибо, ребята. Университет для вас настоящий второй дом. Вас всегда здесь рады видеть. Ваши инициативы именно здесь готовы рассматривать, поддерживать и всячески направлять в нужное, важное русло волонтерства и добровольчества. Сегодня для нашей страны в сложный период, в период вызовов, такие направления очень, знаете, ценны. Ценна сопричастность каждого человека, каждого гражданина нашей страны, России, к большим и нужным делам. И вот эта сопричастность начинается с самого малого. Когда вы, используя свои умения, знания, возможности, помогаете близким.
человеку, который в сложной жизненной ситуации, человеку, который оказался, может быть, в каком-то, называем прямо, инвалидом, которому тяжело. И мы нашими усилиями помогаем им жить, помогаем им реализовать себя в обществе и чувствовать себя неотъемлемой частью нашей большой и очень замечательной страны России. А сегодня на нашем форуме планируется много площадок, которые, я уверен, каждый найдет себе применение и что бы он хотел еще дополнительно изучить по направлению добровольчества. У нас там будет откровенный разговор вообще о том, кто мы, чем мы являемся и куда мы идем, что мы хотим добиться и какую миссию, какую цель реализовать. Поэтому у нас там Чингис Аякович сделает объявление. Трансформируем очень быстро вот этот зал, когда именно по тактической медицине, где наши волонтеры, медики поработают, здесь для всех будет организована площадка. И вот фойе нашего зала, сразу после прекращения основной программы здесь, там уже наши партнеры и наши друзья МЧС покажут от себя, чем они занимаются и как они стоят на защите общественных, гражданских интересов и спасают жизни. И вот у нас сегодня ведущий, хотел его поблагодарить за то, что, за то, что вот он отозвался на наше мероприятие. И чуть позже тогда, как только мы награждение проведем наших ребят, которые здесь уже отмечены большими наградами и уже имеют опыт в волонтерстве. И после этого про Чингиса Аяковича еще два слова скажу, с вашего позволения. Спасибо, ребята, еще раз. Мы просим Анастасию Арсеньевич вас, потому что сейчас вручаем награды за активную гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города, самоотверженную волонтерскую деятельность и помощь в организации и реализации различных видов мероприятий. Благодарственным письмом ректора Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова, сопредседатель общественного движения «Народный фронт» Республики Бурятия награждается участник команды «Молодежка Народного фронта» Сандакова Даниэла. Впервые сюда выходит, ее желает Так, какая-то заметка. Так, мы награждаем, да, молодежку Народного фронта, вот они вышли, представители, и сейчас мы будем приглашать всех представителей, как раз таки, да, всех тех, кто должны выйти сюда. Итак, команды, награждаются команды Федерации студенческого самоуправления Бурятского государственного университета. Под ваши аплодисменты. Медиацентр «Профтайм». Студенческий спортивный клуб «Байкальские волки». Награждается Бурятское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». За вклад в развитие студенческого самоуправления, формирование положительного имиджа студенчества Республики Бурятия в связи со знаменательной датой 90-летия со дня образования Бурятского государственного университета имени Дажи Банзарова награждается первичная профсоюзная организация студентов Бурятского государственного университета, Бурятская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Республики Российской Федерации. Ну, а проще говоря, профком. Ну что, большой объем награждаемых у нас сегодня свершился. Я прошу всех тех, кого мы озвучили, давайте еще раз громко-пригромко отметим вашими аплодисментами. Ура! Мы продолжаем наше мероприятие.
Да, и здесь, чтобы Чингиса Аяковича самопрезентацией не заставлять заниматься, я его презентую. Это мой большой друг, хороший товарищ, человек, с которым мы вместе в какой-то мере, и я этим горжусь, стояли у истоков добровольческого движения, именно той организации, которую совсем недавно на российском уровне наградили на премии «Мы вместе» и отметили Чингиса Аяковича как добровольца года. Это большая заслуга всей нашей республики и всего того коллектива, который Чингис Аякович умеет консолидировать вокруг себя. Поэтому давайте дадим Чингису Аяковичу такую возможность буквально несколько слов рассказать, каким образом он достиг этого большого достижения, большой победы, и что нужно сделать, чтобы реализовать себя на ниве волонтерства и добровольчества. Чингис Аякович. Спасибо большое. Я думаю, наверное, не так пафосно, все-таки надо. У нас простое мероприятие. Я прошу прощения, да, что, возможно, где-то сбиваю вот этот праздничный ритм. Хочу просто, я в первую очередь сказать, все мы волонтеры. Каждый из нас выполняет общественную нагрузку, очень большую работу. И очень сложно, на самом деле, выявлять вот эти вот первые места занятий, вот эти второе, третье и так далее. Но, тем не менее, конкурсы существуют, и мы в них участвуем. Почему мы в них участвуем? Потому что, на самом деле, конечно же, мы проводим всегда большую работу, и уже лет 10 как занимаемся организацией экодесантов, но вот лет 5, как мы уже начали заниматься именно экопросвещением по проблемам экологии, того, что у нас есть большая проблема загрязнения берегов Байкала, всех водоемов, которые впадают в озеро Байкала. А мы с вами находимся и живем на территории, которая на 80 и даже 90% формирует весь состав воды в озере Байкал. Поэтому очень часто мы понимаем, что вот люди, которые убираются, часто встречаются с такими случаями, когда, допустим, катамаран на щучке утонул, и часть этого катамарана находит на озере Байкал, потому что все соединяется с помощью вот этих подземных вод. И наша задача как раз-таки сделать так, чтобы все водные объекты, в первую очередь, были чистыми. У нас есть большая, знаете, такая привилегия. Мы можем из-под крана налить воды, выпить ее, и с нами ничего не будет. Потому что у нас очень чистая вода. Такой привилегии у других многих регионов нет, потому что везде вода с примесями, везде она обеззараживается. Просто многие воду из-под крана вообще не могут даже использовать даже для стирки, потому что она просто для технических нужд, все там, помыть полы и так далее. У нас очень чистая экология, за нее нужно бороться, ее нужно сохранить. И это находится у нас в подсознании, в корке, и мы поэтому стараемся сделать так, чтобы наше окружение, чтобы у нас все было хорошо. Теперь я хочу сказать, мы выиграли конкурс международной премии «Мы вместе», номинация НГО «Территория для жизни», и подавали заявку, когда было 31 тысяча заявок в самом начале года, прошлого года подали заявки. Мы прошли в полуфинал, в 3000 лучших проектов. Для нас это уже было достижение, потому что мы оказались в 10% организаций, которые подали заявку. А подали заявки со всей страны, многие общественные, очень крутые, интересные организации. И когда нас объявили, что мы прошли в 112 лучших общественных инициатив, радости не было предела, и тем более, когда нас объявили уже победителями. Мы выиграли грант на реализацию в Республике Бурятия 3,5 миллиона, и 3,5 миллиона мы потратим здесь на то, чтобы сделать, во-первых, наши акции по очистке берегов Байкала, по очистке реки Селенга гораздо ярче, интереснее. Сделаем так, чтобы у нас будут серии интересных созданий медиаконтентов и так далее. Мы вас приглашаем к себе участвовать в нашем проекте. Вы можете к нам добавляться, есть платформа добро.ру, там есть организация, автономная некоммерческая организация «События». И это мы вас приглашаем, вы можете также оставаться волонтерами медиа, можете оставаться волонтерами культуры и так далее. То есть мы абсолютно не говорим, что если вы у нас участвуете, все, больше ни с кем. Это по душе, по тому, как вы сможете и как вы захотите, по тому, как вы располагаете временем. Потому что за этот год мы привлекли 980 человек, и это разные акции по 100 человек, по 200 человек, где-то по 30, где-то по 20, где-то мы вообще там 10 убирались, да. Но самое главное, я вам хочу сказать, что уборки это не первоочередное то, что мы делаем. Уборки это только инструмент
воспитанием, сознанием экологического поведения. Потому что пока человек не соприкоснется вот с мусором, не узнает эту проблему, он не перевоспитается. Я вам сейчас хочу показать некоторые вещи, которые, возможно, вы видели, можно даже передавать. Это вот мы сделали, у нас проект «Эко-просветительский», мы сделали вот такие вот комиксы. Их можно прямо, да, посмотреть. То есть мы рисуем комиксы, создаем ролики. У нас есть билборды, то есть билборды «Герой Байкала», где мы часто как раз таки привлекаем ребят, самых, наверное, лучших, кто убирался, тех, кто участвовали в наших мероприятиях, даже, может быть, и попадали на билборды. То есть есть у нас рекламная кампания, мы называем ребят, которые очень много оказали усилий, их называем героями Байкала, потому что они действительно совершают очень многое. Создаем юмористические ролики, создаем разнообразный контент и ходим по школам, рассказываем о необходимости того, чтобы люди соблюдали простую привычку – забрать мусор с собой. И у нас есть вот такие наклейки, вот эти наклейки мы распространяем на машинах, и, может быть, многие уже видели. Если захотите, вы можете взять эти наклейки, забери мусор с собой. Проект «Мусор из головы» – это проект, в первую очередь, эко-просветительский, и это проект, который направлен на то, чтобы мы с вами поменяли отношение к мусору, отношение к нашей позиции. Кто слышал эту фразу «мусор в голове»? Потому что это перефраз знаменитый, да, откуда эта фраза? Вы просто слышали, да? Дело в том, что я эту фразу, сразу признаюсь, я ее, грубо говоря, стырил, украл, заимствовал, забрал у одного очень популярного, известного персонажа, профессор Преображенский, из романа «Собачье сердце». Его написал Михаил Афанасьевич Булгаков. И как раз-таки эта фраза говорит о том, что весь мусор, он в голове, то есть очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот многие ко мне там часто обращаются: помогите, у нас на нашем ДНТ есть много мусора, приедьте, уберитесь, пожалуйста. Я говорю: слушайте, ну мы не официанты, чтобы не уборщики, чтобы мы приезжали по вашей заявке и убирались. У нас есть свои правила, то есть мы в первую очередь сами разрабатываем график, где мы и как убираемся, и что мы убираем. Но мы не работаем по заявкам. Но спасибо, что вы сообщили, что у вас там грязно. Да? И следующий главный вопрос: а почему вы сами, жители вот этого ДНТ, не выходите и не убираете свой же мусор? Почему свой? Потому что он у вас-то находится, и он находится на вашей территории, а значит, непосредственно он ваш. Здесь мы как раз-таки работаем над тем, чтобы люди меняли отношения. Отношение того, что не надо никого ждать, надо идти, менять окружение, менять окружающий мир, сподвигать к лучшему, и как раз все начинается с самого малого. Вы можете просто, здесь все эти люди, которые являются волонтерами, просто начать делать. Когда вы начинаете, делаете, когда вы реально показываете волшебство и магию вашей энергии, а иногда вот просто рукой что-то сделали, изменили вокруг, это на самом деле очень заразительно. Поэтому вам от меня большой респект. Я вас призываю не стесняться, участвуйте в конкурсах. Почему я попросил сообщить как раз таки о том, что вот выиграли, да? Дело в том, что на самом деле конкурсы — это как раз таки та составляющая, которая заставляет нас быть постоянно в форме. Мы часто проводили мероприятия и проводили их для себя. То есть проводим какое-то мероприятие и понимаем, что на самом деле где-то какие-то недочеты есть. И сложно себе признаться, потому что мы не любим критику. А когда мы участвуем в конкурсах, тут так или иначе мы начинаем со стороны на себя смотреть, начинаем описывать, примерно как бы нас увидели со стороны, и начинаем менять сами уже какие-то недочеты, исправлять и так далее. Поэтому участие в конкурсах — это немаловажно. Более того, я как историк и выпускник Бурятского университета скажу так, что монголы говорили следующее: у настоящего мужчины должен быть хороший друг и хороший враг. Хороший друг, чтобы помогал, а хороший враг для того, чтобы ты никогда не расслаблялся, всегда был на пределе, был лучшим себя, потому что от того, какой у тебя враг, зависит то, каким ты будешь. Слабый враг, значит, ты будешь слабый. Сильный враг, ты будешь сильным. Я не призываю вас тут же идти искать врагов, да? Я призываю вас просто участвовать в конкурсах. И именно конкурсы как раз-таки делают вас гораздо конкурентнее и лучше. Поэтому еще раз всем большое спасибо, всем удачи, участвуйте в конкурсах, не стесняйтесь, не бойтесь, мы можем выиграть, у нас очень много
Да, тех людей, которые победили. Ну что, продолжаем, и сейчас как раз уже конкретнее идем к работе. Ну вот, Чингис Айакович, вы открыли, можно сказать, нашу вот смысловую часть сегодняшнего форума. И тогда наши уважаемые друзья, да, именно сейчас вот вы сами расскажете о том, чем вы занимаетесь и каким образом ваши практики становятся успешными. И давайте по программе нашей, я надеюсь, у нас все готово с технической точки зрения и с презентациями тоже все в порядке. Итак, доклад о проделанной работе и предстоящих задачах и целях руководителей общественных добровольческих организаций. Я приглашаю сюда, кстати, не видел, Хейфиц Арина здесь? Нет, ее нету. А кто-то готов, да? Да, тогда я приглашаю сюда Добродом, нашу, пожалуй, главную волонтерскую общественную организацию, которая занимается нужным, важным делом, а самое главное, консолидирует сообщество добровольцев. Ура! Передаю вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Кристина, я ведущий специалист ресурсного центра добровольчества «Добродом». И сейчас мы расскажем вам немного о нашей деятельности и об организации. Ресурсный центр добровольчества. Руководитель Жикжитова Дарима Амуровна. Она, к сожалению, не смогла присутствовать. Основная цель работы ресурсного центра – это развитие и популяризация волонтерства, волонтерской деятельности в Республике Бурятия. В работу ресурсного центра добровольчества «Добродом» входит повышение компетенций участников волонтерского движения, организация взаимодействия представителей различных организаций как с волонтерами, так и между друг другом, между своими организациями, предоставление помещения для деятельности волонтеров и организаций, оказание консультаций и иных видов услуг, направленных на решение вопросов и задач. Представление интересов волонтерских организаций и волонтеров на различных площадках, а также ведение реестров и баз данных в сфере добровольчества. Также хотелось бы сказать, какие акции и мероприятия мы проводим совместно с партнерами и благополучателями. Сначала был открыт волонтерский штаб помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затем осуществлялся сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР, ДНР, и вот сейчас сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Также проводился федеральный проект формирования городской комфортной среды. Принимаем участие мы в таких мероприятиях и проектах, как «Бессмертный полк», «Адресная помощь», волонтеры переписи, волонтеры Конституции и так далее. Для того, чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на платформе dobro.ru, пройти обучение, это состоит буквально из нескольких видеороликов, получить в личном кабинете электронную волонтерскую книжку, и если подавать заявки на различные мероприятия, за это будут представляться вам верифицированные часы. Также на этой платформе можно зарегистрировать свою волонтерскую организацию для того, чтобы вы сами могли создавать различные мероприятия и представлять за них верифицированные часы. Важной частью, важным направлением нашей работы является нематериальная поддержка волонтеров и волонтерских организаций. Мы стараемся размещать фотографии наших активных волонтеров, наших активных волонтерских организаций на различных плакатах, баннерах, на рекламных щитках. Мы стараемся направлять их на различные интервью, на телеканалы. Также мы привлекаем наших волонтеров в мероприятия, за что им представляем верифицированные часы, награждаем их благодарственными письмами, награждаем грамотами, медалями. У нас существует грантовая поддержка добровольческих проектов, и каждый год проводится конкурс «Республика добрых дел», где самые активные и лучшие получают награды. Также ежегодно проводится региональный этап премии «Мы вместе», победители которого уже направляются на федеральный этап, где получают свои награды в Москве. Какие есть дополнительные возможности для добровольцев?
Это получение дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в ВУЗ, это помощь в трудоустройстве, возможность поездок через программу мобильности и участие в волонтерских стажировках от Ассоциации волонтерских центров. Хотелось бы немного сказать, с какими проблемами мы столкнулись. Это многие люди в России сейчас относятся к волонтерству как немножко с недоверием. Инертность общества и отсутствие привычки к гражданской инициативе несколько тормозит развитие волонтерского движения в нашей стране. Еще одна немаловажная проблема – это потребительское отношение. Безусловно, волонтер – это человек, который бескорыстно, по зову души хочет помогать людям, хочет помогать обществу, приносить пользу. В то же время добровольство, конечно, полезно и для него самого, потому что это новый опыт, новое знакомство, возможно, какие-то новые сведения для научных работ его. Волонтерство дает возможность путешествовать по России, участвовать в организациях различных интересных мероприятий. И мы хотим, чтобы волонтеров уважали. Волонтеры не наемные работники, они выполняют работу безвозмездно и готовы бескорыстно отдавать свои силы, свое время на пользу общества и отдельных индивидов. Добровольцы – это люди, которые помогают своим участием. Их ресурсы – это время, это силы, это умения. И прежде всего, это, конечно же, желание оказывать помощь нуждающимся в этом. В основе волонтерских движений лежит в первую очередь некоммерческая, общественно значимые цели. Вот, а сейчас предлагаю посмотреть небольшой ролик. Он давно был необходим для молодежи Республики Бурятия, потому что это уникальное пространство, где молодежь может делиться своими навыками, опытом, получать много общения, позитива и использовать компьютеры, технику, все, что здесь находится для того, чтобы нести добро в мир. У нас всего 4 кабинета. Один кабинет – это кабинет специалистов, есть еще один кабинет – это коворкинг центр, где у нас будут проходить различные встречи, тренинги, семинары и так далее. Также у нас есть переговорная зона, где есть большой стол. Ну и, собственно, еще один кабинет – это кабинет с оргтехникой, это принтер, компьютер, с выходом в интернет, который ребята также могут использовать для своих целей. Хочу, Игорь Иванович, в вашем лице поблагодарить все правительство за улицу, потому что решение было принято очень оперативно. И, конечно, я уверен, что деятельности нашего ресурсного центра станет создание ресурсных центров во всех муниципальных образованиях нашей республики. Количество добровольцев нашей республики увеличится не только в сотни раз, и, конечно, количество добрых дел в тысячи раз больше. Еще раз всех нас поздравляю. Спасибо. Так, спасибо большое, Добродом, спасибо, девушки. Так, сейчас объявление, да, по нашей программе. Пожалуйста, покажите нам на табличку. Я еще раз повторю, я уже говорил. У нас, мы сейчас быстро здесь закончим программу, наши партнеры еще выступят, расскажут о себе. Здесь, вот в этом, в бальном зале, у нас продолжатся медицинские вещи по тактической медицине, добровольцы-медики о себе расскажут. А вот здесь, перед залом, обязательно, вот не пропустите, пройдите программу МЧС. Это очень интересно и будет очень полезно. Примерно до 4 часов мы здесь, а дальше уже вот по нашим площадкам цифры — это аудитории, это все этот 8-й корпус. Будет площадка «Добродом», молодежка Народного фронта, волонтеры культуры, поисковый отряд «Лиза Аллер»,
общественный совет — это наша тематика по Министерству образования, мы ее проводим. Я горжусь и милосердие. Ну там, я знаю, еще ребята придут дополнительно, конкретно на эти площадки, но все равно, вот вы, участвующие здесь, обязательно дождитесь здесь, и вот МЧС. Итак, дальше по программе. Если что, можете сфотать, чтобы у вас была эта информация. Дальше по программе я приглашаю наших друзей, партнеров и людей, которые занимаются очень важным и очень нужным делом в соответствии с вызовами, которые стоят перед нашим государством. И я не побоюсь этого слова, вообще вопрос самоопределения нашей страны. И они занимаются этим процессом и помогают все сделать так, как нужно и правильно. Итак, встречайте заместителя председателя Общественной палаты Республики Бурятия, председателя Общественного совета при управлении МВД России по городу Улан-Удэ, руководителя движения ВИ «Помощь землякам» Леонова Дениса Геннадьевича. Денис Геннадьевич, вместе с вами пригласить вашего... Отдельно, хорошо, тогда Денис Геннадьевич, пожалуйста. Уважаемые друзья, очень рад быть сегодня на вашем празднике. Поздравляю ПГУ с 90-летием, поздравляю вас всем с сегодняшним форумом. Хотя я немножко недолюбливаю слово волонтеры, это оно английское, не наше, у нас есть хорошее слово добровольцы. Сегодня здесь, смотрю, перемешаны волонтеры, добровольцы, волонтеры, добровольцы. Ну, это так, принято. Так случилось, что с февраля месяца этого года я уже работаю в сфере поддержки наших ребят на СВО. Начинали мы в феврале работать по пленным. Слава Богу, получалось у нас, там есть примеры положительные, когда наша помощь на самом деле сыграла. Затем наше движение в помощь землякам 03 сейчас на данный момент уже прошло через наше движение, я посмотрел статистику, порядка 15 тысяч человек, но эта цифра, мне кажется, намного больше. Почему? Потому что много не учитывается, где неофициально у нас участвуют и помогают. Наше движение «Помощь землякам 03» сейчас имеет некоторые ответвления. Одно из них — это гуманитарная помощь. Мы уже отправили более чем на 20 миллионов рублей в виде технических средств, отправили ребятам на спецоперацию. Кроме того, отправили гуманитарную помощь такового уже порядка тоже 20 тонн, наверное, да. Другое направление нашего движения — это «Золотые руки ангелов Бурятии», если про них слышали уже. Это всероссийское движение, в котором участвует уже 100 городов по России по пошиву тактических носилок ФАМАС-180. Те, которые в штате Министерства обороны нету, но наши женщины, девушки, добровольцы их шьют и бесплатно отправляем на фронт. Кроме того, в этом направлении у нас не только носилки, все остальное, что нужно на, так сказать, передовой. И хотя сейчас, слава Богу, не только я один этим занимаюсь, уже очень много аналогичных организаций, но я с гордостью могу заявить, что вот все, что сейчас у нас в республике, кто шьет, кто отправляет что-то туда, все пошло именно от «Золотых рук ангелов», по пошиву именно, я имею в виду. Почему? Потому что в июне месяце, как мы начали этим заниматься, никто этим не занимался, все приезжали к нам, учились, и мы с радостью все это показывали. И очень рад я, что столько сейчас появилось, так сказать, добровольцев швейного дела, и уже, можно сказать, уже вышли чуть ли не на промышленный масштаб поставок всего то, что шьется у нас в республике. Далее, третье уже направление. Сейчас мы планируем, слава Богу, глава поддержал, у нас приехали к нам наши друзья уже теперь из Санкт-Петербурга, руководители региональной академии тактической медицины и первой помощи РАДМЕД. Уже 28 человек ребята отучили у нас здесь в республике. Теперь будет у нас в составе движения «Помощь землякам 03» и направление по обучению тактической медицине. То есть наши ребята будут бесплатно ездить по частям, по мобилизованным добровольцам и военнослужащим, также по военно-патриотическим клубам с молодежью проводить занятия и давать базовые навыки по тактической медицине первой обращенной помощи. Я не буду
долго занимать ваше внимание, так как ребята сейчас тоже выступят после меня. Я хочу дать возможность побольше им рассказать о себе, так как приехали из Санкт-Петербурга. В нашем форуме сегодня они участвуют, мне кажется, это такой замечательный момент сегодняшнего мероприятия. Поэтому я приглашаю сейчас одного из основателей Академии тактической медицины «Ратмед» Горохова Петра Сергеевича. Уважаемые коллеги, друзья, герои, волонтеры, я действительно... Не слышно? Нет? Ну, небольшой. Я прошу прощения, я не озвучил. И мы сейчас предлагаем вот на этой неделе все-таки уже с руководством БГУ проговорено, уже соглашения заключены, устные пока, тех же волонтеров-медиков, да, которые у вас в БГУ, плюс те, кто желает пройти обучение по тактической медицине, 4 пятницы, мне надо сегодня-завтра подавать списки, мы можем до 100 человек обучить бесплатно с боевой стрельбой и так далее, в приближенных боевым условиям. Это очень интересно, сам я прошел, я до сих пор хожу после этих занятий. Мне понравилось, все прям загорелись. Даже у нас приехали ребята со спецоперации специально, несколько человек, чтобы пройти это обучение, и сразу же после обучения они уезжают обратно. И они тоже отозвались о занятиях с инструкторами Ратмед только в положительном ключе. Очень много нового узнали, и мне кажется, что для каждого из нас это интересно, потому что это в наше дальнейшее повседневной жизни тоже пригодится. Все. Спасибо. Что технические моменты устранены, поэтому я еще раз приветствую всех присутствующих из Санкт-Петербурга, из лица региональной академии тактической медицины. Наверное, хотелось бы, помимо приветствия, поблагодарить всех здесь присутствующих. И, конечно же, я первый раз в Улан-Удэ, и мне действительно очень приятно удивило то качество общественных организаций, которых здесь я имел возможность увидеть. Действительно, очень много увлеченных ребят, увлеченных людей, зрелых людей, не только молодежь, которые действительно занимаются социально важными задачами в разных направлениях, в разных действительно отраслях. И вопросы, которые мы сегодня расскажем, действительно важны. Кратко о региональной академии тактической медицины и первой помощи. Наша деятельность можно разделить условно на два блока. Первый – это тактическая медицина. Мы этим занимаемся много времени. Более чем в 40 субъектах Российской Федерации располагаются эксперты, которые имеют реальный боевой опыт. Это действующие боевые офицеры, это представители структур МЧС и медицинского профессионального сообщества. Все эти люди в силу своих профессиональной деятельности, в некоторых случаях режима секретности, не имеют права, скажем так, публично преподавать. И таким образом, некоторое время назад был сформирован экспертный совет, сначала как общественная организация региональной академии тактической медицины, а чуть далее была зарегистрирована некоммерческая организация дополнительного профессионального образования, которая имеет государственную образовательную лицензию. Мы являемся провайдерами системы непрерывного медицинского образования, и в рамках этой системы мы работаем. Так вот, что хочется отметить, что те методики, которые мы преподаем и даем, формируя навык оказания первой помощи в условиях боя, они действительно базируются не на знаниях или методиках, разработанных инструкторским составом, либо моим, и вот здесь есть также ректор нашей академии, а именно большим количеством людей, которые имеют практический опыт спасения людей в очень экстремальных ситуациях. Повторюсь, это и офицеры, и МЧС, и спасатели, и Росгвардия. Так вот, тактическая медицина у нас универсальный инструмент, и поэтому то, что есть возможность и при поддержке Общественной палаты и правительства Республики Бурятия пройти сейчас бесплатно для здесь присутствующих некоторых лиц подготовку в условиях полигона, в условиях стресс-подготовки. Это уникальные методики, которые действительно в некоторых моментах не имеют аналогов ни
не то что в России, но в мире. Я действительно, может быть, громко выражаюсь, но это так. То симуляционное оборудование, которое было разработано нашим экспертным советом, позволяет отработать работу с раневыми каналами, которые возникают не только в условиях осколочных ранений при, скажем, боевой работе и пулевых ранениях, но и подобные ранения возникают в обычной жизни, когда, к сожалению, происходят ситуации с ДТП при выполнении различных трудовых функций, и этими навыками, не знаниями, подчеркиваю, а навыками, должны обладать достаточно широкий круг людей. На наш взгляд, это крайне важно, потому что во главе всего мы в своей деятельности ставим жизнь человека, его здоровье, и на наш взгляд, это крайне важно. Действительно, очень многие сегодня имели возможность познакомиться, также ставят во главу своей деятельности именно эти параметры, и очень сильно приятно. Ну так вот, помимо тактической медицины, есть еще дальше достаточно большой объем тех задач, которые мы выполняем. Я сейчас включу следующий слайд, и здесь можно увидеть действительно много-много всего, что написано. В рамках блока, не связанного с тактической медициной, у нас есть направление подготовки медиков. То есть это непрерывное медицинское образование. Поскольку мы являемся аккредитованным провайдером системы непрерывного медицинского образования, то мы готовим врачей разных абсолютно направленностей, и у нас есть еще в группе компаний отдельная организация, которая специализируется именно на медиках. Но мы в Радмед больше работаем именно как раз со спасателями, с врачами, которые работают фельдшеры кареты скорой помощи, и также иными направлениями медицинской деятельности. Помимо всего прочего, в рамках НМО, непрерывного медицинского образования, мы также занимаемся научной деятельностью. Значит, соответственно, вот то симуляционное оборудование, о котором я говорил, это такой хороший базовый инструментарий для подготовки врачей к сдаче первичной аккредитации, первичной специализированной аккредитации, когда они меняют свою специализацию. Помимо этого мы работаем в направлении разработки оборудования для косметологов. Это крайне важная история, потому что инфекционная косметология сейчас очень сильно развивается, и мы имеем связи, скажем, с многими субъектами, более 80 субъектов вошли, специалисты из этих субъектов косметологии вошли, значит, в совет по разработке симуляционного оборудования. Мы видим, насколько сложно продвигается подготовка врачей-косметологов. Это очень тоже серьезная история, потому что допускаются до святого женского лица люди, которые не имеют навыка в этом. Как они готовятся сейчас? Берут апельсины, делают 3-4 инъекции, а после этого уже действительно практикуют на живых людях. Но, на мой взгляд, это крайне негуманно и непрофессионально. Это действительно так, и мы разработали оборудование, которое имеет из композитного материала порядка 12 слоев. Это позволяет отработать, соответственно, навык инъекций и при работе с нитями, филлерами, и при аминокислотах, когда также делают такие уколы. Соответственно, многие этим пользуются, и очень важно, чтобы не калечить людей. Вот, на наш взгляд, это крайне серьезная история, и нам бы хотелось, чтобы все были здоровы. Помимо этого есть блоки психологической подготовки, то есть, соответственно, те люди, которые работают с травмами, к сожалению, со смертью. Очень мало контур проработан для профессионалов. То есть есть профессиональное выгорание среди сферы МЧС, среди медиков, среди спасателей, среди тех же специалистов, которые работают в тактической медицине, я имею в виду санитаров, инструкторов и так далее. Поэтому, на наш взгляд, это тоже крайне важная задача. Давайте, наверное, пройдемся дальше по некоторым слайдам. Вот научно-техническая деятельность, вы видите как раз в правом верхнем углу фотографию симуляционного оборудования, где используются композитные материалы, там есть кровь искусственная, также есть возможность готовиться по инъекции непосредственно в условиях полевых, и мы даем достаточно много интересных навыков в этом формате. Я понимаю, что время ограничено, поэтому я немножко буду ускоряться. Но вот по статистике достаточно много рабочих пострадали, и здесь этим слайдом я хотел просто затронуть тему охраны труда. В наше время сейчас государство очень много внимания обращает на безопасный труд, и этому вниманию, к сожалению, предприятия очень мало внимания уделяют. И первая помощь, первый спасатель, есть такой термин, сейчас вводится в блоке охраны труда, когда на каждое предприятие, в том числе опасном, которые имеют навык оказания первой помощи. И также там должны быть профессиональные современные укладки по первой помощи. В работе мы используем авторское симуляционное оборудование, которое на сегодняшний день нами патентуется. Есть различные авторские методики разработки.
И, соответственно, есть собственный портал, разработанный для подготовки дистанционно различных специалистов, в том числе из труднодоступных мест. Мы выдаем документы и удостоверения о повышении квалификации, диплома профессиональной подготовки, которые вносятся в Федеральный регистр документов об образовании и дают возможность либо получить новую специальность, либо усовершенствовать действующее свое образование, в том числе получить второе, дополнительную профессиональную подготовку, чтобы приравниться ко второму высшему образованию. Ну и сейчас, наверное, завершая, я бы хотел пригласить сюда ректора нашей академии, нашего генерала, скажем так, да, это самый молодой ректор в России, это уже признанный факт, это факт. Даниил Андреевич, прошу сюда подойти и также пару слов сказать о нашем приветствия. Так, уважаемый президиум, уважаемые волонтеры, рад приветствовать вас в вашем доме. Приятно здесь находиться, заряжаться вашей положительной энергией. И, соответственно, дополню рассказ моего коллеги тем, что у нас будет мастер-класс по тактической медицине. На этом мастер-классе вы сможете все познакомиться с тугой тампонадной раны, золотым стандартом оказания помощи в бою, протоколом оказания помощи в рамках тактической медицины, который мы будем демонстрировать вам. Но важно понимать, что это знание, а мы оказываем помощь навыками, которые должны быть отработаны до автоматизма. И, соответственно, завершая свой рассказ, хочу вас еще раз поблагодарить, пригласить на наш мастер-класс, который будет организован в этом фойе. Спасибо. Спасибо, Даниил. Я думаю, однозначно вот сейчас закончится наша здесь работа, и очень по мастер-классу очень востребованно окажутся эти знания, потому что следующим сюда на нашу сцену я приглашаю регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Бурятия Садномова Алдара Чингисовича. Это наше медицинское направление, ребята, у которых как раз вот работа по помощи людям и по спасению жизни, это их непосредственное занятие. И в будущем они все станут врачами. Большое спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алдар. Сегодня буквально коротко хотел бы рассказать вам про нашу волонтерскую организацию, чем мы занимаемся, собственно говоря, чем дышим. Следующий слайд, пожалуйста. Начнем с истории. Само движение «Волонтеры-медики» было основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры с Клиффа» и в 2016 году получило официальный статус Всероссийского общественного движения. На сегодняшний день «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. И при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в России открыто уже более 85 региональных и более 300 местных отделений «Волонтеры-медики», которые объединяют более 120 тысяч человек. И ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. Миссия нашего движения – это оказание широкой помощи в сфере здравоохранения, а также возрождение и развитие традиций милосердия. Какие задачи мы ставим для достижения данной миссии? Во-первых, это развитие медицинского добровольчества, широкое медицинское просвещение населения России, повышение престижа медицинских профессий, формирование кадрового потенциала для отрасли здравоохранения и воспитание у россиян патриотического самосознания и активной гражданской позиции. На данном слайде вы можете видеть, какие направления деятельности существуют в нашем Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики». Во-первых, это волонтерская помощь в медицинских организациях, санитарно-профилактическое просвещение, программы для школьников, обучение первой помощи и сопровождение мероприятий, здоровый образ жизни, популяризация донорства и специальные проекты. Кратко пробежимся по всем направлениям. Начнем с волонтерской помощи в медицинских организациях. Волонтеры-медики помогают в уходе за больными, поддержании санитарно-гигиенических норм и медицинских учреждений, навигации и транспортировки пациентов, осуществляют подготовку пациентов к операциям. И под контролем медицинского персонала помогают в выполнении манипуляций и проведении процедур. Следующее направление – санитарно-профилактическое. Волонтеры-медики проводят системную работу и широкие информационные кампании по профилактике социально значимых и других заболеваний, а также различных форм зависимости в школах, образовательных организациях среднего и высшего образования для корпоративного сектора и лиц старше трудоспособного возраста. Помогает центрам общественного здоровья и медицинской профилактики. В рамках данного направления существуют такие акции, как «Стоп ВИЧ-СПИД», «Будь здоров», «Онкопатруль», «Оберегай сердца» и «Диабет не сахар», которые в Республике Бурятия непосредственно каждый год набирают обороты и собирают огромную аудиторию.
На данном слайде мы можем видеть с вами фотографии нашей деятельности, именно санитарно-профилактического просвещения. Следующее – это обучение первой помощи в сопровождении мероприятий, одно из самых массовых в нашей республике, да и по всей России. Волонтеры-медики проводят мастер-классы по обучению первой помощи для волонтеров и населения, помогают медицинским бригадам спортивных соревнований, бригадам скорой медицинской помощи, дежурят в медицинских пунктах спортивных объектов и в случае необходимости готовы оказать первую помощь зрителям и участникам соревнований. По данному направлению каждый год волонтеров-медиков призывают помочь в сопровождении таких мероприятий 9 мая, различные спортивные мероприятия, в том же самом БГУ. Ну, там не только волонтеры-медики призываются, а сам медицинский институт, студенты и так далее. Лыжня России также непосредственно обучение самих волонтеров, оказание первой помощи, первой немедицинской помощи, прошу заметить. Следующее направление – здоровый образ жизни. Волонтеры-медики проводят системную деятельность по популяризации здорового образа жизни, а также по сохранению и укреплению здоровья населения путем взаимодействия общества и волонтеров. На базе немедицинских учреждений создаются штабы здоровья, которые реализуют свои проекты в сфере здорового образа жизни в регионах. Целью данного направления является популяризация и увеличение широких слоев населения, формирование ценностей здорового образа жизни. Следующее, одно из тоже самых популярных направлений – это популяризация донорства. Мы занимаемся развитием и популяризацией донорства крови, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, созданием сообщества активных доноров-волонтеров, привлечением внимания общественности к проблеме малого распространения безвозмездности и регулярности донаций и помогает службе крови. Республика Бурятия занимает одну из лидирующих позиций по всей России по количеству сданной крови. Если собрать, то 4-е, кажется, из всех региональных отделений, которые имеются. Программа для школьников, ну, все ясно, знакомим школьников с медицинскими профессиями, привлекаем к волонтерской деятельности в сфере здравоохранения и формируем осознанное отношение к здоровью в школьной среде. В Республике Бурятия открыто примерно, если по всей республике смотреть, то открыто более 50 школьных отрядов, где волонтеры-медики школьники именно занимаются профориентационной работой между собой и также проводят те мероприятия, которые проводятся именно нами в республике. И специальные проекты, такие как «Добро в село», «Стоматологическое здоровье России», Центры по профилактике когнитивных расстройств лиц старшего возраста, ШВМ, Школа волонтера-медика и Всероссийский конкурс «Школа лидерства в здравоохранении». На последнем слайде наши контакты, QR-код, который отправит вас прямиком на нашу страницу в социальной сети ВКонтакте. Также можете здесь видеть мои контакты. И если есть желание узнать что-то больше, можете связаться со мной. И хотелось бы сказать, что волонтером-медиком может стать абсолютно любой человек. Вас не должно пугать то, что это связано с медициной, и должен быть человек именно с медицинским профилем. Нет, абсолютно каждый человек им может стать, мы всему обучим, все покажем, и будем с вами дальше весело и плодотворно работать. Всем спасибо! Спасибо, да. Спасибо за столь обширный доклад. И дальше мы идем по программе с вами. Итак, приглашаю сюда руководителя общественного движения «Волонтеры культуры» в Республике Бурятия Терентюк Светлану Николаевну. Светлана Николаевна нам расскажет о том, чем именно занимаются волонтеры культуры сегодня и какие есть достижения. Ну и я думаю, о планах тоже чуть-чуть будет информация. Пожалуйста. Конечно, расскажу. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Вдвойне приятно презентовать нашу деятельность, рассказать, чем вообще мы занимаемся. Можно, пожалуйста, презентацию? Так, сейчас все включится, и я начну свой рассказ. Меня зовут Терентьюк Светлана, я руководитель движения «Волонтеры культуры», работаю в Республиканской детской библиотеке, менеджером, делаю крупные мероприятия, события. Мы проводим много интересного. Надеюсь, вас заинтересует наша деятельность, и вы присоединитесь к нам. Можно, пожалуйста, следующий? Кто же такие волонтеры культуры? Это всероссийское общественное движение, которое работает в России с 2019 года. В Республике Бурятия оно активно начало развиваться в конце 2020 года. И у нас волонтерское движение располагается на базе Республиканской детской библиотеки. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Вот, мы стали куратором нацпроекта культуры по поручению Министерства культуры Республики Бурятия. И теперь проводим мероприятия. Можно, пожалуйста, дальше?
По данным сайта волонтеров культуры за 2022 год нас 1800 человек. Это по всей Бурятии. Мы охватываем все субъекты Российской Федерации, получается, и все районы Республики Бурятия. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Волонтеры культуры в Прибайкальском районе, в Новосибирском районе, в Тумхинском районе, в Рыбогатайском и, конечно же, городе Улан-Удэ. Сейчас мы также планируем развивать деятельность движения на все остальные районы. Также у нас активный есть город Северобайкальск. Вы можете увидеть вот ту маленькую звездочку, это они. Можно, пожалуйста, следующее. Чем же занимаются волонтеры культуры? Мы помогаем учреждениям культуры проводить мероприятия на всех уровнях подготовки. Это подготовительный этап, написание релизов, постов и прочее. Также само проведение мероприятий на площадке, это координация посетителей, проведение мастер-классов и много чего интересного и разного другого. Фотографирование, какие-то медиапроекты. Далее это участие в проектах библиотеки, направление на развитие добровольческого движения в сфере культуры, мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, поездки на крупные российские международные форумы, мероприятия, направленные на сплочение и мотивацию волонтеров. Всем этим мы занимаемся с командой. Так, далее. Нашими партнерами и, в общем-то, получателями нашего добра являются крупные учреждения культуры республиканские. Это Центр современного искусства ЗАЛУ, это все крупные театры, музеи, библиотеки, филармония. То есть вы, вступая в наше движение, можете познакомиться с сотрудниками, с деятельностью всех этих учреждений. Можно, пожалуйста, дальше? Здесь вы можете увидеть этапы привлечения волонтеров на мероприятия. Как я уже говорила, это 3 этапа основные: подготовка, проведение, завершающий этап. Добровольцы помогают заготавливать декорации, помогают с монтажом выставок и так далее, могут помогать в организации, курировать социальные сети. Часто волонтеры могут стать помощником режиссера, если кому-то интересен такой опыт. Далее это проведение, медиа-волонтерство, написание заметок, статей, волонтеры фотографируют, делают видео. У нас есть отдельный проект, посвященный этому. Термометрия была актуальна, когда были такие направленные на обеспечение безопасности мероприятия. Навигация посетителей мероприятий. Завершающий этап – это демонтаж декораций, написание постов, пост-релизов, обсуждение итогов мероприятий, награждений. Можно дальше? И затем идут 3 важных шага. Это проведение мероприятий, сбор экипировки после мероприятия, начисление волонтерских часов через личный кабинет. Мы представляем верифицированные волонтерские часы, которые помогают дальше при поступлении. Скорее всего, это числится при поступлении и для социальных разных стипендий общественных. Можно дальше, пожалуйста? Всего за этот год было проведено более 200 мероприятий и привлечено более 8000 волонтеров. То есть это волонтеры, которые повторно приходят к нам на мероприятия снова и снова. Значит, им нравится принимать участие. Надеемся, они возвращаются. Можно, пожалуйста, дальше? У нас есть свои проекты, которые реализуем я и наша команда заинтересованных волонтеров. Один из таких волонтеров — это Полина, она сейчас в зале, она сегодня получила награду. Она нам активно помогает. Полина, спасибо большое. У нас есть свой штаб волонтерской библиотеки, где мы собираемся, делаем мероприятия. Если вам интересно присоединиться к нам, также можете нам написать. Далее у нас в этом году прошла промо-акция движения «Разработка дизайнерской линейки мерча совместно с Аюрпрод». Так как мы волонтеры культуры, нам важно взаимодействовать с креативными индустриями, с новыми лицами, с новыми современными художниками. И мы сделали такую штуку. Нас это касается, написано у меня на футболке, то есть волонтеры причастны ко всему культурному процессу, который происходит в Республике Бурятия. И сзади на футболке у нас написан наш манифест, что культура — это не только деятели какие-то культуры особенные, но и добровольцы, которые помогают безвозмездно развивать такие направления важные для каждого государства, думаю. Далее это День охраны памятников. У нас вообще есть такое направление, как сохранение культурного наследия объектов. И нашим партнером является проект «Старый город», который восстанавливает объекты деревянного зодчества в старой части города Улан-Удэ. Мы, в общем, принимаем участие в покраске, делаем заметки, пишем, мы фотографируем, снимаем видео для этого проекта. И сами организуем, например, ежегодная акция, которая проходит в апреле.
Это День охраны памятников. Мы традиционно проводим субботник, после которого волонтеры приходят на экскурсию, которая бесплатна для волонтеров. Также мы организуем пикник, хорошо проводим время. На память у нас остаются хорошие фотографии. В этом году мы реализовали проект «Сохраняем наследие вместе», в рамках которого прошел просветительский лекторий для всех желающих. Я думаю, в зале тоже есть люди, которые посетили наш лекторий, наш мастер-класс. Можно было узнать из уст, из первых рук, наверное, лучшего гида России Натальи Мясниковой о том, как провести экскурсию, как самостоятельно рассказать об объектах культурного наследия, как это правильно сделать, как подойти, с какой стороны и прочее. После этого мы покрасили объект по улице Смолина, 28, это дом мещанина Фишева. Вот такая вот работа. Если вы будете проходить в старой части города, то можете заметить нашу работу. Если вам интересно, также присоединяйтесь к нам. На следующий год у нас тоже запланировано много интересного и нового в этом направлении. Потому что краеведение становится такой отправной точкой развития для нашего движения в следующем году. Далее это проведение квартирника «Декламируй». Пожалуйста, верните, я еще расскажу. Спасибо. Далее это проведение квартирника «Декламируй». Мы его проводим традиционно ежегодно в конце мая, в начале июня. Что мы делаем? Мы концентрируем в одной точке все таланты, наверное, Улан-Удэ и Республики Бурятия. Мы приглашаем выступать, показывать свои стихи, свои написанные песни, свое искусство, презентовать себя вот на публике. В этом году наше мероприятие посетил министр культуры Республики Бурятия и глава Республики Бурятия. Вот. Такая вот была возможность. Думаю, в следующем году мы также повторим этот опыт. Мы будем рады, если вы захотели бы принять участие в нем. Я знаю, что в БГУ учатся очень много талантливых людей, которым было бы, наверное, интересно показать себя на республиканском уровне. Далее это видеопроект «Пока все библиотеки». Мы его сейчас готовим к запуску. Зачем мы его придумали? Во-первых, потому что учреждения культуры проходят много мероприятий, которые могут быть ламповыми, какими-то совсем маленькими. Простите. Вот. И за них не хотят браться, допустим, федеральные какие-то крупные СМИ, а нам нужно показать, что все-таки работа идет, что культура развивается, что есть молодые таланты, дарования, и вот нужно это подсветить. И это такая, наверное, серия выпусков о мероприятиях, которые проходят в нашем городе, о волонтерстве, и мы приглашаем в качестве корреспондентов волонтеров. Собственно, чтобы каждый мог себя попробовать в этой области. Журналистика, корреспондент, как-то так. Еще у нас есть медиапроект «Событийный блог города Улан-Удэ». Мы его запустили в прошлом году с обучением. У нас была медиашкола, куда мы пригласили представителей пиар-служб всех крупных учреждений культуры, где нам рассказали, как правильно вести съемку в театре, как правильно писать в театре, как приходить в филармонию, как приходить в музей, что можно фотографировать, что нельзя, на каких условиях это может быть. Далее волонтеры обучились, как правильно фотографировать, это были основы мобильной съемки, как снимать видео. В общем, вот такой вот был интенсивный прокач у нас, после чего мы пошли конкретно уже в учреждение культуры, получили бесплатные билеты от Министерства культуры и должны были написать посты уже по всем правилам, согласно обучению. Да, хорошо, спасибо. Можно дальше, пожалуйста. Я считаю, самым главным достижением нашего движения это то, что у нас формируется сообщество устойчивое. Даже если человек уходит, допустим, чем-то другим занимается, проявляет себя в другом, он всегда остается с нами, он всегда может прийти к нам на новогоднюю вечеринку волонтеров культуры и не только, где мы всех ждем, готовы всегда поддержать инициативы и проекты наших друзей. Можно дальше, пожалуйста? Ну и, конечно же, как стать волонтером. Мы работаем с порталом Добро.ру. Это классная универсальная система, на которой вы можете найти интересующие вас события. Далее вы заполняете анкету, переходите по QR-коду в данном случае, подождете, пока я вам напишу. Далее зададите мне вопросы, как мы работаем вообще на нашем движении. Я вас добавлю в чат, и вы уже сможете работать с нами. Далее. Был еще такой вопрос, что получает волонтер культуры, если он вступает к нам. Ну, это, наверное, как у всех, система такая поощрения. Материальные какие-то и нематериальные вещи.
подарки, мерч, грамоты, которые могут помочь в поступлении, получению повышенной общественной стипендии. Я знаю, что в БГУ есть такая практика, и она довольно-таки неплохая. Скажу вам, как студент БГУ бывший, я только в этом году закончила магистратуру. Есть нематериальные какие-то возможности, знакомства, новые друзья, полезные связи, профессиональное развитие. Вы можете попробовать себя в культуре. То есть, если вы еще не знаете, чем вы хотите заняться, такое бывает в университете, я точно знаю, что так может быть. Вот вы придете и поймете точно, вам нужно это или нет. Это вас не обязывает ни к чему. Вы можете прийти, попробовать и уйти. Если вам не понравится, конечно же, мы останемся после этого друзьями, ничего не изменится. В общем, приходите. Можно дальше, пожалуйста? Можно написать на почту. Вот моя почта рабочая. Можно дальше, пожалуйста? Вот наша страница волонтера культуры Бурятии ВКонтакте. Может быть, тоже кому-то интересно. Ну и полезные контакты уже следующим слайдом. Наши библиотеки, нашего общественного движения. Ну вот, спасибо, что выслушали меня. Всех с наступающим Новым годом. У нас сегодня работает также площадка волонтеров культуры. Вы можете пройти в аудиторию 8508, где мы поиграем в игру на знание литературы. Это будет викторина. Вас ожидают классные призы волонтерского движения и библиотеки. Мы вас ждем. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана Николаевна. У нас уже немножко совсем выступлений осталось, пожалуйста, чуть надо сконцентрироваться. Итак, приглашаю сюда куратора поискового отряда Лиза Алерт Республики Бурятия Ерофееву Веронику Викторовну. Вероника Викторовна очень активный, очень деятельный человек, который свою сопричастность показывает именно в помощи в поиске людей. Я думаю, Вероника Викторовна сама расскажет, каким образом работает и что хорошего есть, и надеюсь, у вас будет как можно меньше работы. Я очень тоже на это надеюсь. Спасибо. Будет. Так, у нас тут пошло видео, но нету почему-то звука. Сейчас разберемся с технической сложностью. Пока, Вероника Викторовна, пожалуйста, может, начнете, да, рассказ об организации, чтобы у нас по таймингу мы вписывались и все успевать. Так, давайте сделаем так. У нас ушел наш накладка по времени. До 3 часов мы должны были закончить как раз. И поэтому на следующее мероприятие наш режиссер ушел. Вероника Викторовна, вы можете начать, мы потом подключим эту презентацию. Да. А то, чтобы время не ждать. Добрый день. Всем рада приветствовать. Добровольческий поисково-спасательный отряд Республики Бурятия работает 5 лет. Но в России он начал работать после трагического поиска Лизы Фомкиной, который был в 2010 году. И на сегодняшний день отряду 12 лет, более 30 тысяч человек в отряде. Он представлен в 64 регионах страны. А в 2017 году мы были 37-м регионом, заявив о желании создать подразделение отряда республики. За 12 лет отряд поступило 180 тысяч заявок на поиск и 150 тысяч человек найдены при участии добровольцев.
Лиза Алерт осуществляет и координирует поиск в природной среде и в городских условиях, ищет потерявшихся любого возраста, обучает добровольцев ведению поисково-спасательных работ, проводит выставки, проводит профилактические мероприятия, пишет методические пособия, профилактические статьи, выступает с законодательными инициативами. У меня не работает тут, да? В отряде 24 направления. Среди прикладных направлений, таких как конная, кинологическая, радиосвязь, беспилотная авиация. Ключевыми направлениями на поиск являются инфогруппа, координаторы, картографы. И наша пресс-служба освещает деятельность отряда и взаимодействует со всеми СМИ. Это еще не все. Все началось. Итак, немножко движемся. Фомкина, ну и, собственно говоря, география нашего проекта. И здесь то, чем мы занимаемся. Вот 24 направления можете посмотреть, насколько плотно и серьезно отряд подходит к организации поиска, потому что мы работаем как в городе, так и в лесу. Активный поиск, я уже сказала, что может быть и городским, и лесным. Кроме этого, во время инфопоиска, есть такой еще поиска, идет массовое оповещение через социальные сети, ориентировки размещаются на электронных экранах, расклеиваются в местах всевозможного возможного нахождения без вести пропавшего человека. Что делать, если человек пропал? Позвонить на номер 112. Это единый номер вызова служб экстренного реагирования. Операторы системы 112 передают заявку в полицию, и у нас в Бурятии они передают на горячую линию отряда «Лиза Алерт». Встретили потерявшегося ребенка? Оставайтесь рядом с ним и позвоните на номер 112. Не уводите ребенка с места обнаружения. Встретили потерявшегося пожилого человека? Не покупайте билет на общественный транспорт, даже если он просит. Позвоните по номеру 112, сфотографируйте потерявшегося и запишите, куда его отвезут. Когда идете в лес, всегда берите с собой полностью заряженный телефон, воду, перекус. Одевайтесь ярко, спланируйте маршрут и сообщите близким, когда собираетесь вернуться. Не надо ходить в лес поодиночке. Наши контакты. Это, конечно же, горячая линия 8 700 700 ровно 54 52, которая работает с любого оператора бесплатно, из любого региона. У нас есть странички в социальных сетях во ВКонтакте, Лиза Алерт, нижнее подчеркивание Бурятия, в Одноклассниках Лиза Алерт 03, наш официальный сайт lizaalert.org, на форуме в Дальневосточном регионе найдете Республику Бурятия. Если вы готовы присоединиться к отряду, заходите на сайт, в группе ВК, заполняйте анкету добровольца, звоните на горячую линию отряда 8 700 700 ровно 54 52. Любым из перечисленных способов можно сообщить о своем желании попасть в отряд. Итак, в Республике Бурятия отряд 5 лет, более 300 человек в отряде, в основном, конечно, город Улан-Удэ, представлен в 13 районах республики. У нас 15 направлений, за это время мы получили 1700 заявок на поиск, и 1500 человек найдены с участием добровольцев. Если в 2018 году, когда мы начинали работать, за год мы получили 60 заявок на поиск, то в 2022 году на 11 декабря у нас было 835 заявок. Мы продолжаем развиваться, обучаем добровольцев, проводим профилактические мероприятия в школах. В октябре 2022 года мы провели 4-е прибайкальские межрегиональные учения, и у нас большие планы на развитие. Проблемными остаются вопросы использования геолокации потерявшегося с мобильным телефоном. Закон принят, но он не работает эффективно и в настоящее время. Не дает должный эффект. С 2017 года только по заявкам отряда «Лиза Алерт» в России погибло 2200 человек с телефоном.
В республике в этом году погибло 11 человек с телефоном. Следующий проблемный вопрос – создание базы неизвестных пациентов. Эти вопросы были поставлены на федеральном уровне председателем отряда 5 и 3 года назад, но пока решения нет. Но и в Республике Бурятия тоже есть над чем работать. У нас нет общей базы пациентов, как это сделано во многих регионах России. Каждая больница ведет свою базу, и все на разных платформах. Более того, мы столкнулись с ситуацией, когда Кабанская центральная районная больница не знает о пациентах больницы Селенгинска, то есть на территории одного района тоже нет единой базы. Переход на единую платформу, создание единой базы пациентов республики сократит время на поиск и высвободит ресурсы полиции, а граждане не растратят психическое и физическое здоровье на длительный поиск без вести пропавшего родственника. Спасибо вам. Спасибо. Еще раз извините за техническую накладку. Но сейчас мы ее решили, все теперь будет дальше. Может быть, в конце давайте мы включим. Так, давайте перейдем и пригласим сюда на нашу сцену руководителя студенческой добровольческой организации социально-психологического факультета Бурятского государственного университета Подьячев Дарью Евгеньевну. Поприветствуем Дарью. Социально-психологический факультет занимается социальным волонтерством уже больше 10 лет. Ну, я думаю, Дарья сейчас расскажет об этом. Всем здравствуйте, меня зовут Подьячев Дарья Евгеньевна, я являюсь студенткой 3-го курса социально-психологического факультета, также являюсь руководителем организации «Милосердие». Немножко расскажу о нашей организации. Целью нашей организации является оказание различных видов помощи людям, испытывающим потребность, поддержки на принципах гуманности и милосердия, а также это создание условий для самореализации добровольцев во имя служения другим людям и обществу в целом. География нашего проекта – это город Улан-Удэ, численность нашей команды – 58 человек. Наши студенты оказывают содействие в проведении различных социально значимых городских и республиканских мероприятий. Оказывают социально-бытовую помощь одиноко проживающим людям и людям с ограниченными возможностями. Принимают участие в различных экологических акциях. И также занимаются организацией благотворительных сборов. Наши успешные практики – это: первое. Аллея серебряных волонтеров. 21 мая 2021 года общественная организация «Солидарность поколений» наше «Милосердие» вместе с преподавателями социально-психологического факультета, ветеранами БГУ и правкомом студентов БГУ посадили саженцы сосен в парке культуры имени Жамаева. А также мы взяли шествие на этой аллее, приезжаем и убираем территорию этого парка, и как раз поливаем и ухаживаем этими саженцами. Следующий наш проект – это «Солидарность поколений». В конце марта 2022 года наша организация выиграла в конкурсе «Добрый вклад любимому городу» 150 тысяч рублей на реализацию нашего проекта. И в чем вообще суть этого проекта? Мы оказывали какую-то социально-бытовую помощь людям, нам приходили адреса из различных социальной защиты населения и с администрации города Улан-Удэ. Наши волонтеры выезжали, оказывали такую помощь в уборке территории, огороды и так далее. Также мы привозили продуктовый набор и как раз таки вот поделку своими руками. Нам, получается, волонтеры с центра завода провели для наших студентов 2-3 курса мастер-класс. И также, получается, еще один подпроект нашего большого проекта «Солидарность поколений» – это молодые дети. У нас запланировано сотрудничество с специальной коррекционной общеобразовательной школой интернат номер 62 по принципу наставничества. Это наши контакты, QR-код нашей группы и мой личный контакт, если можно мне написать по поводу сотрудничества и так, любые вопросы, если есть. На этом все. Спасибо большое. Спасибо большое, самое главное, четко в тайминге. Итак, у нас последний по списку, но не последний по значимости. Заместитель председателя студенческого патриотического клуба «Я горжусь» Ачиров Валерий Салбонович. Пожалуйста. Спасибо, Сергей. Добрый день, участники молодежного добровольческого форума. Тема моего доклада
студенческий патриотический клуб «Я горжусь» в деле гражданско-патриотического воспитания молодежи. Так, можно презентацию, пожалуйста? Собственно, председателем студенческого патриотического клуба «Я горжусь» является Малков Никита Алексеевич, студент исторического факультета, а заместителем я, Чиров Алексей Салпонович, также являюсь студентом исторического факультета. Видимо, у нас снова технические неполадки, я начну. Вы скидывали, да, Валерий? Да, я скидывал. Ладно, начнем без презентации. Кто мы? Студенческий патриотический клуб был основан совсем недавно, 19 апреля 2022 году. Наша миссия заключается в создании условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственности личности, продвижении духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В нашей команде сейчас 58 человек с разных факультетов Бурятского госуниверситета. Особенность нашей команды работы состоит в чрезвычайной важности и актуальности нашей деятельности. Развитие гражданского патриотизма. Наш клуб является частью большой ассоциации клубов, которая охватывает всю Россию. С момента основания клуба было проведено более 20 мероприятий. Среди них это акция «Фронтовая открытка», в рамках которой студенты университета нашего заполняли открытки, писали пожелания и отправляли нашим военнослужащим. 7 декабря в стенах БГУ прошел творческий мастер-класс «Слово о Родине». 21 октября в Бурятском госуниверситете в рамках серии мероприятий встречи с героями студенты пообщались с героем России Анатолием Сергеевичем Кобенковым. 20 мая состоялся республиканский конкурс публичных выступлений «Героика в истории Бурятии» для школьников и студентов средних профессиональных образовательных организаций. Также была проведена акция «Героические истории БГП и БГУ», в ходе которой студенты подготовили видеосообщения и рассказали о трудовых и героических подвигах преподавателей в годы Великой Отечественной войны. Также были проведены различные фотоконкурсы и многое другое. Самые успешные практики — это у нас 20 мая состоялся конкурс публичных выступлений «Героика в истории Бурятии» для школьников и студентов средних образовательных организаций. Цель мероприятия заключалась в интеллектуальном, творческом и эстетическом развитии обучающихся через усвоение навыков публичного выступления. По итогам публичных выступлений были определены победители и призеры. 26 октября в бальном зале для студентов БГУ Центр управления регионом при поддержке патриотического клуба «Я горжусь» провел лекцию «Фейковые новости». Старший аналитик Татьяна Лукоева рассказала ребятам про категорию фейковых новостей и их площадки источники. Завершилась лекция практической частью, где студенты угадывали фейковые новости. И 28 октября в БГУ имени Дажи Банзарова прошла всероссийская студенческая патриотическая акция «Знай наших». В рамках акции депутат Народного Урала, председатель комитета Народного Урала Республики Бурятия по социальной политике, заслуженный тренер Российской Федерации Марковец Игорь Васильевич рассказал о том, как проходит его утро, как способствует утренней разрядке на укрепление здоровья человека. И провел тренировку для студентов Бурятского госуниверситета, зарядив продуктивностью, здоровьем и хорошим настроением. Также в рамках акции для студентов была проведена экскурсия по музею аллеи спортивной славы БГУ. Мероприятие прошло при поддержке Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобр России совместно с Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Собственно, совсем недавно, 16 декабря, «Я горжусь» совместно с историческим факультетом запустила акцию «Весточка из дома». Это бессрочная акция, в которой могут принять участие все желающие. Для участия вам необходимо снять видео своему другу, знакомому, родственнику, который проходит срочную службу или службу по контракту. Мы хотели запустить видео, по техническим неполадкам у нас не получается. Ну и полностью об акции вы можете ознакомиться в наших социальных сетях ВКонтакте. Собственно, планы на 2023 год. Совместно с правкомом Бурятского госуниверситета была выиграна миллионная субсидия по линии правительства Республики Бурятия. С 2023 года планируется реализация важных инициатив в рамках выделенного финансирования. Во-первых, проведение проектной сессии «Взлет молодежь и гражданственность» в
В рамках мероприятия планируется поощрить патриотические проекты студентов республики. Во-вторых, планируется проведение панельной дискуссии влияния аудиовизуального контента на формирование образов, врага и других триггеров, социальной и этнической напряженности. Членов СПК «Я гожусь». Также приглашаем принять участие в НИШ. Собственно, вступив в наш клуб, вы сможете развить свои коммуникативные и ораторские мастерства. Научитесь организовывать мероприятия различных уровней, от задумки до реализации. По всем вопросам вы можете обратиться в личные сообщения нашего сообщества, либо лично ко мне. Ну и мы надеемся, что клуб «Я горжусь» скажется веское слово в деле воспитания гражданской идентичности и патриотизма подрастающего поколения. Спасибо. Спасибо, Валерий. Презентации не было у нас на компьютере, поэтому, если что, можно будет потом в группу скинуть. У нас есть группа по организаторам. Итак, мы с вами закончили нашу пленарную часть и презентацию результатов работы от руководителей общественных организаций. Я всех благодарю почти в тайминге. На 15 минут мы из времени своего вышли. Еще раз анонсирую то, что будет у нас дальше. Прямо сейчас этот зал и фойе бального зала. И с 16 вернее, часов начинается работа уже по площадкам. Всем большое спасибо, всем удачи, всех с наступающим Новым годом. Спасибо за то, что здесь были сегодня с нами. Ура!